Абхазские оппозиционные журналисты продолжают распространять антироссийские настроения и ставить под сомнение политический выбор своих сограждан. Песня старая, республика не должна сближаться с нашей страной, а путь развития укажет Запад. При том, что все, кто говорит об этом, находятся фактически на содержании агентства USAID, которое сейчас закрывают новые власти США. Впрочем, абхазские спецслужбы уже выяснили, и кто за этим стоит, и сколько это стоит. Об этом репортаж Ильи Ушенина. Серьезным и даже где-то воинственным видом на фоне серой стены об ужасах абхазского режима вещает журналистка Нисфа Аджба. Лицо ее напряжено, руки держит перед собой. Речь идет об экс-президенте Аслане Бжане, который сложил с себя полномочия. Аджба, поддержавшая путч, приведший к отставке главы республики, практически требует в камеру. Нужно судить бывшего лидера, иначе народ, за который она почему-то говорит, снова устроит беспорядки. Если этого не произойдет, то ситуация вернется на круги своя. И нам снова придется стоять у комплекса правительственных зданий, защищая интересы своей родины. Что собирается защищать эта женщина и почему берет на себя такую ответственность? Выборы в Абхазии прошли, люди определились с кандидатурой лидера республики. Ни о каких митингах даже и не думают. Но Нисфа Аджба так болеет за родную Абхазию, что охотно раздает интервью почему-то грузинскому Рустави-2. А Грузия, мягко говоря, с официальным Сухумом давно не дружит. Ситуация правда сложная. Она сложная. Ситуация нам ртулия. А еще она участница движения Харах Пицунда. Это антироссийская молодежная организация, главная сила осенних беспорядков в Абхазии. Один из руководителей движения, Ливан Мика, был лишен российского гражданства в январе этого года из-за действия, создающих угрозу национальной безопасности нашей стране. По данным службы госбезопасности Абхазии, Харах Пицунда спонсировалась западными фондами, UNPD при ООН и скандальным и почти закрытым агентством США по международному развитию, причастным к организации, в том числе Майдана на Украине. Нисфа Аджба от USAID регулярно получает гранты, поэтому регулярно поет им дифирамбы. Например, по случаю детского праздника, устроенного в республике. Большая часть грантов шла на дестабилизацию обстановки и поддержку антироссийских настроений, убедился известный юрист и расследователь Илья Ремесло. По его мнению, появление таких людей не сулит Абхазии ничего хорошего. Им совершенно все равно, что говорить, потому что они делают то, что говорит им заказчик, они исполняют свою работу за деньги. Это инструмент для продвижения недружественной России медиаповестки. То есть это антироссийские СМИ, которые совершенно четким образом настраивают абхазов против россиян, стравливают их между собой. А это, можно сказать, коллега Нисфы Аджбы, тоже журналистка Изида Чания, представитель «Эхо Кавказа», проекта американского СМИ «Радио Свобода», признанного в России нежелательной организацией. Изида Чания завсегдата всех антиправительственных и радикальных сборищ. Удивительно, как она вообще успевает работать журналистом. Чания, говорят абхазские силовики, давно на содержании Соединенных Штатов. И, конечно, она забеспокоилась, когда ее коллегу по цеху признали иноагентом, как раз за тесные международные связи. Не журналист, редактор независимого издания «Чегемская правда» Инал Хашик был объявлен российским Минюстом иностранным агентом. Ведомство обвиняет его во взаимодействии с иностранными политическими деятелями. Но откуда такое возмущение? Хашик, как и подавляющее большинство жителей Абхазии, гражданин России. Конечно, Минюст вправе подобный статус своим гражданам присваивать при наличии оснований. А в случае с журналистом таковых было предостаточно. С этой приставкой еще будет сложнее легализовывать деньги из-за рубежа, да и в целом внимание силовиков станет более пристальным. Чания не унимается, отвергает выбор, сделанный абхазами. Вернут забор, затащат Росгвардию, запретят НПО, оппозицию и независимые СМИ. Независимые СМИ уже стали мемом, поскольку их независимость держится либо на деньгах Госдепартамента США, либо финансирования агентства по международному развитию. Зависимое, по их логике, это, видимо, все российское, независимое, все американское. При этом на странице Изиды Чания в запрещенном Facebook указано, что она училась в школе штата Арканзас, такая вот любительница Родины, и нашим, и вашим. Ну а вишенкой на торте стало ее общение с представителями спецслужб Грузии. Докладывала, что ее страна не готова к признанию независимости, хотя жители Абхазии вообще-то закрепили это стремление в своей конституции. Мы к процессам признания на сегодняшний день вообще не готовы. То есть наша страна не готова к признанию, потому что все признание заканчивается у нас раздачами территории, земли, подписанием каких-то невнятных соглашений, совершенно невыгодных и не полезных нам как стране.
Собственно говоря, когда Россия признавала нас, у меня не было никакого восторга по этому поводу. О том, насколько иногда комично отрабатывает гранты Изида Чаня, в абхазских пабликах уже ходят легенды. Недавно она попыталась обвинить действующие власти в том, что те, дескать, устроили подвоз избирателей на участке в Гаграх. Серьезнейшее нарушение. Срочно нужна реакция мирового сообщества. Но на деле оказалось, что местный бизнесмен торговал там куриными тушками прямо из кузова. За фейк, кстати, никто так и не извинился. Когда они совсем уже запредельно пахнут идиотизмом такие вбросы, это значит, что у людей закончились идеи, и на самом деле процесс, допустим, голосования идет настолько чисто, что приходится, да, прибегать к таким видосам, такое видео публиковать, потому что больше не к чему придраться, да, давайте возьмем, значит, вот что-нибудь выдумаем и поставим. Да, если вы, ребят, просто заранее знаете, что это левое видео, не связанное с ситуацией, и вы даете его как за какую-то правду, за истину, ну, наверное, это не журналистика. Сколько еще будут обманывать жителей Абхазии такие вот псевдопатриоты? Местные спецслужбы уже все выяснили и плотно работают на упреждение. Служба госбезопасности республики установила, что на оплату таких вот любителей Родины USAID и подобные организации потратили огромные деньги. Общий объем финансирования, да, зарубежного финансирования проектов, реализуемых на территории Республики Абхазия указанными организациями, составил порядка 2 миллиардов 90 миллионов рублей. То есть вдумайтесь в эти цифры, да, это очень серьезное финансирование. Соответственно, возникает вопрос, на какие цели тратятся эти деньги, или если это своего рода инвестиция, то, собственно, во что? Инвестиции себя не оправдали. Агентство по международному развитию закрывают сами Соединенные Штаты за неэффективную работу и бессмысленные траты. Илья Ушенин, Наталья Попова и Никита Забродин, телекомпания НТВ.